Между Удмуртским исследовательским центром Уральского отделения Российской академии науки и правительством республики подписано соглашение о расширении сотрудничества. На разработке наших ученых большие планы не только в регионе, но и в стране. О чем договорились ученые и чиновники, расскажет Анжелика Ташмухамедова. Научно-исследовательский центр создан в Удмуртии сравнительно недавно. В 2016 году объединили разрозненные институты под одну крышу. Сегодня ученые созрели до следующего шага. Подписали соглашение о сотрудничестве с республиканскими властями, хотя вниманием никогда не были обделены. Мы получаем эту поддержку. Главное, что есть прямые коммуникации с профильными вице-премьерами, профильными министрами, с председателем правительства. Михаил Альес рассказывает, центр – федеральная академическая структура высшей категории, работающая и живущая в Удмуртии. Поэтому помимо фундаментальных исследований решают задачи, полезные для всей республики. Например, здесь народностям, проживающим в нашем регионе, посвящают целые книги. Трехтомник «История Удмуртии». То есть это то, что мы на основе фундаментальных исследований для массового читателя сделали. То есть на основе этой книги выпускаются различные учебники. Археологи тоже не сидят на месте. Находки, которые специалисты центра добыли на севере республики, сейчас хранятся в музее Днакар. По ним изучают, как жили наши предки, что носили и ели. А вот чем питаются современные жители, во многом зависит от ученых сельскохозяйственного института. На них продовольственная безопасность от морозостойкого картофеля до устойчивой к засухе пшеницы. Озимая пшеница – это уникальная культура. На ней основана продовольствие, потому что весь хлеб без пшеницы – это слабо. А им не слабо. Создать высокоточное устройство, способное определить по небольшому образцу запас прочности металлической конструкции или антикоррозийное средство с максимальной эффективностью. За разработками наших ученых уже сегодня выстраиваются в очередь как промышленные и сельхозпредприятия, так и органы власти. Зачастую мы являемся проводниками тех процессов, которые делают коллеги Михаила Юрьевича во взаимодействиях с различными отраслями. Например, это российские железные дороги, потому что у коллег есть уникальные технологии, которые мы через используемые нами площадки можем активно продвигать и рассказывать. А еще вместе будут вовлекать в большую науку молодежь, формировать кадровый потенциал региона из ученых и исследователей. Анжелика Ташмухамедова, Юрий Афанасьев. Вести, Удмуртия.